В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Работы по зачернению и ослаблению прочности льда завершили в Якутии. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. Победой и поражением отличилась сборная Якутии в соревнованиях по женскому волейболу среди регионов. Руководителю компании «Сахапроект» Аркадию Габышеву выдвинуто обвинение прокуратуры Якутии. В сообщении сказано, что им более полугода не выплачивалась заработная плата 13 работникам. Сумма долга составила более 1 миллиона рублей. В его отношении в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была получена информация о том, что данным работодателем принимаются меры, направленные на вывод средств из-под официального наблюдения, то есть минуя счета юридического лица, он пытался их использовать по личному назначению, не направляя на выплату заработной платы. Объявили и предостережение руководителям ГУП ЖКХ Республики и Жатайской транспортной службы. Без внимания не осталась и деятельность исполняющего обязанности руководителя управления службы судебных приставов. В целом, в ходе совещания прокуратуры Якутии обсудили вопрос о работе над контролем соблюдения трудовых прав граждан на своевременную и полную оплату труда. Так, на территории региона зарегистрировано более 27 тысяч хозяйствующих субъектов, у которых насчитывается более 359 тысяч работников. Благодаря принятым в прошлом году мерам погашен почти 1 миллиард рублей задолженности по заработной плате. В том числе 10 миллионов региональных стимулирующих выплат медицинским работникам. 3 лицам, в том числе одному должностному лицу органа контроля, именно исполняющими обязанности главного судебного пристава, было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Такая работа обусловлена тем, что в деятельности службы судебных приставов имеются недостатки, а именно не в полной мере ими реализуются те полномочия, которые предусмотрены законом, направленные на принудительное исполнение судебных решений. К другим новостям. Работы по зачернению и ослаблению прочности льда завершили в Якутии. Их провели в 9 районах на 31 затороопасном участке общей площадью 213 гектаров на реках Алдан, Амга, Нюя и Токо. Как отмечают специалисты гидрометцентра региона, толщина льда на участках реки Лены, Сангар-Жиганск, реки Алдан у поселка Кресть-Хальджай, а также у села Амга и у поселка Зырянка превышают норму на 20-40 сантиметров. Также выпало много снега. Например, на реке Колыме высота сугробов от 100 до 115 сантиметров. В Амгинском районе 126 сантиметров. Вместе с тем, сейчас идут работы по укреплению берега и гидросооружений. 123 населенных пункта у нас попали в зоны затопления. И до 82 населенных пунктов требуется строительство инженерных защит и берегоукреплений. Вот этот вопрос мы ставим на правительственную комиссию. Вопросы, в принципе, решаем, да? Но, как говорится, также мы подали заявку в Росводресурсы по 2 объектам капитального строительства. Это по инженерной защите от паводковых вод поселка Верхоянск и берегоукрепительные работы в районе села Верхневилюйск. Теперь об эпидобстановке. За сутки в Якутии выявили 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них большинство в Якутске – 52 случая. В Татинском районе заболели 10 человек, в Мегино-Кангаласском – 9, в Чурапчинском – 7, в Кобяйском районе – 4 случая, в Нюрбинском – 3, по одному заболевшему в Вилюйском, Нерюнгринском и Хангаласском районах. За сутки региональные лаборатории провели почти 2500 исследований на ковид. На брифинге министра здравоохранения региона Елена Борисова сегодня напомнила о важности вакцинации. В Якутии развернуто почти 2500 пунктов, которые прививают граждан. Созданы и 119 мобильных бригад. Поступило в Якутию почти 115 тысяч доз вакцины против ковида. Получили первый компонент 106 тысяч, второй более 60 тысяч якутян. Таким образом, на сегодня реализовано 93% от общего объема вакцины. Эпидемиологи Алдана заявили, что грядущие майские праздники станут своего рода экзаменом для отработанной системы. Чего опасаются врачи и как алданцы могут помочь им в борьбе с вирусом, расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина.
Эпидемиологическая обстановка по распространению новой коронавирусной инфекции остается напряженной. В Алданском районе ежедневно выявляется от 1 до 4 случаев. Инфекция регистрируется в разных возрастных группах, однако большинство заболевших по-прежнему составляют люди преклонного возраста. Об оперативной обстановке подробнее нам расскажет начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Алданскому району Алексей Селютин. Алексей Викторович, какова обстановка на сегодня? На сегодняшний день в инфекционном отделении находится 26 человек, основная часть из которых лица старше 65 лет, и под медицинским наблюдением находится 77 человек. Это с учетом того, что за прошлые выходные максимально был проведен охват лабораторным исследованием и снято с медицинского наблюдения более 100 человек. Заболеваемость регистрируется практически во всех районах, в смысле во всех населенных пунктах нашего района. И на сегодняшний день лабораторно подтверждено 2 случая завоза британского штамма коронавируса. Поэтому, несмотря на, скажем так, мнимое благополучие, которое население воспринимает именно так, необходимо соблюдать все меры социального дистанцирования, сообщать работодателю о заболевании в семье. Также в эпидемический процесс уже вовлечены дети. Впереди длинные выходные, которые обещают стать экзаменом для эпидемиологической обстановки. На уровне республики действует ряд ограничительных мер. Как вы оцениваете сознательность алданцев? Сознательность алданцев всегда была на высоком уровне на самом деле. И просто это очередной, как вы правильно сказали, экзамен, который мы сдадим, я думаю, успешно и сохраним здоровье у себя и своих близких. Спасибо, Алексей Викторович. Эпидемиологи призывают граждан к сознательности. Необходимость соблюдения ограничительных мер и отказа от некоторых удовольствий должен осознавать каждый. Не самые лучшие показатели и по более привычным заболеваниям. Рост распространения ОРВИ наблюдается на территории Якутии. Так, за период с 19 по 25 апреля зарегистрированы более 10 тысяч случаев. Показатель выше эпидпорога в 1,5 раза. По данным управления, при этом 73% приходится на детское население. Отмечается, что циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденовирусы, РЦ-вирусы и другие. День работника скорой медицинской помощи отмечается сегодня, 28 апреля, в России. Как официальный профессиональный праздник, он был установлен в прошлом, 2020 году. Скорая медицинская помощь и Центр медицины катастроф Якутии – это более 1000 работников, целая служба по организации круглосуточной экстренной медицинской помощи, оснащенная реанимобилями и инфекционными бригадами. Свой праздник, как водится, отметили на работе, проводя семинар по сердечно-легочной реанимации. Для этого в Якутск прибыли специалисты из разных районов нашего региона. Я с Нижнеколымского УЛСа, работаю диспетчером на скорой помощи. А так я в медицине 47 лет. Семинар очень такой нужный. Мы с дальних УЛСов редко можем выехать, потому что у нас очень проезд дорогой. Дело в том, что я здесь была в отпуске, и поэтому мне повезло, что я попала на этот семинар. Якутская городская дума провела 28-ю очередную сессию в столице. Депутаты рассмотрели 18 вопросов. В первую очередь внесли изменения в устав городского округа, а также рассмотрели вопросы, связанные с бюджетом города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Помимо этого обсудили ряд вопросов о деятельности контрольно-счетной палаты, о налоговой политике, о присвоении и аннулировании наименований элементов улично-дорожной сети на территории городского округа и другие вопросы. Поддержали изменения в бюджет города Якутска. Там, мы для сбалансированности нашего бюджета мы с вышестоящего бюджета получили 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это не может не радовать. У нас действительно очень много расходов, и сейчас мы можем, скажем, отрабатывать те вопросы, по которым у нас возникали вопросы по нехватке финансирования. Столетие первой государственной газеты на якутском языке «Манчары» отметят в Якутии. Круглый стол по организационным вопросам организовал региональный союз журналистов. Основное праздничное мероприятие планируют провести в июле. Оно будет приурочено ко Дню национальной печати. Помимо этого, журналисты обсудили освещение Года здоровья и подготовки к спортивным играм народов Якутии, которые пройдут в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Глава территории Алексей Федотов рассказал о ходе подготовки к долгожданному спортивному событию.
И мероприятий очень много. Планировалось проведение большого количества разных интересных мероприятий, в том числе СЭХ республиканских журналистов возобновим. Также конкурсы проводим, круглые столы. Конечно, от журналистов зависит многое. Мы, как говорится, глаза и уши общества, поэтому сейчас уже должны довести до населения, что в 2022 году состоятся эти игры в Усалданском районе и что идет подготовка, большая подготовка. Купить билеты на рейсы авиакомпании «Алроса» теперь можно в мобильном приложении. В предприятии запустили новый сервис. Он доступен для скачивания в Google Play и App Store. Приложение позволяет пассажирам приобретать билеты, не привязываясь территориально к кассам авиакомпании или сайту предприятия. Также через приложение можно регистрироваться на рейс онлайн, оформить дополнительные услуги или премиальные билеты программы лояльности «Алмазная миля». Сервис позволит узнать статус рейса, расписание, либо другую информацию, не выходя из дома. Теперь о спорте. Сегодня в Якутском дворце спорта 50 лет Победы проходят соревнования по волейболу среди девушек. Вчера состоялось 5 игр, из которых отличный старт показала сборная Якутии, обыграв спортсменок из Бурятии. Всего участие принимают 7 команд из Амурской области, Приморского края, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, Сахалинской области и Хабаровского края. По итогам сегодняшнего утра сборная Якутии уступила команде Приморского края, а Еврейская автономная область одержала победу над Амурской сборной. Сегодня у нас уже встречаются более такие фавориты между собой, кто будет занимать первое, второе место в подгруппе. Здесь в одной подгруппе фавориты, значит, это Приморский край и Якутская республика. И во второй подгруппе там Хабаровский край и Сахалинская область. Завтра полуфинальной встречи будет 3 игры. Будет игра, 2 игры за первое и 4 место полуфинальной встречи, и 1 игра будет за 5-7 место. И последний день у нас будет финал. К этой минуте все. До встречи в эфире.